Здравствуйте, это информационная программа «Сегодня». В студии Георгий Плиев. С Днем Республики! Мира и благополучия нам всем, дорогие сограждане государства Алания. 27 лет назад Южная Осетия открыла новую главу в своей истории. 20 сентября 1990 года решением Совета народных депутатов 12-го созыва Юго-Осетинская автономная область была преобразована в Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику. И сегодня во многом благодаря уникальной исторической прозорливости депутатов, их непоколебимой вере в историческую справедливость, проявивших мужество и истинный патриотизм, Южная Осетия – это независимое, стабильно развивающееся государство, открытое новым смелым идеям и перспективам, сохранившее самобытность великой культуры и бесценных духовных традиций. На площади Свободы сегодня состоялся военный парад. В честь 27-й годовщины образования республики на главной площади Цхинвала прошел военный парад. Как всегда, к празднику готовились несколько месяцев. Ровно в 11 часов рота почетного караула вынесла государственные знамена нашей республики. Один из атрибутов нашей суверенности, имеющий вековую историю. Цвета государственного флага белый, красный и желтый, священный для осетин. Мы прошли трудный путь и сегодня можем праздновать День Республики под мирным небом. Республика восстанавливается, строятся социально значимые объекты. Это отметил в своем выступлении президент Анатолий Бибилов. Минутой молчания почтили память всех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей республики. Наш народ понес тяжелейшие людские потери. Была практически уничтожена экономика республики. Однако ни на один шаг мы не свернулись с выбранного пути построения собственной государственности. Ныне Южная Осетия живет под мирным небом и трудится во благо своей Родины. Мы видим все признаки уверенного движения страны к экономическому восстановлению. Это начало того расцвета нашего прекрасного Отечества, о котором веками мечтал наш народ, и который стал заслуженной наградой за веру, стойкость и мужество. В этот светлый праздничный день мы всегда вспоминаем тех, кто по праву мог бы разделить с нами радость торжества, но кого уже нет рядом с нами. Мы будем помнить всех, кто создавал и строил государственность Южной Осетии, кто отдал жизнь ради своего народа, кто защитил и сохранил республику. Среди гостей, собравшихся на празднование, глава Северной Осетии Алании Вячеслав Битаров и делегация Российской Федерации во главе с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым. Этот праздник отмечают с нами все братские республики. Поздравляю всех с праздником, дорогие друзья! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо. Пусть национальное единство и сплоченность никогда не покидают наше Отечество. Пусть каждый праздник на Аланской земле обозначает все новые и новые достижения, новые успехи и улучшения жизни людей. Да здравствует Республика Южная Осетия! Министр по делам Северного Кавказа отметил в своем выступлении, что народ Южной Осетии проявил четкую гражданскую позицию и сплоченность. И Российская Федерация и дальше будет оказывать всяческую поддержку нашей республике. Искренне поздравляю вас с праздником, Днем Республики Южная Осетия. Этот важный день, который 27 лет назад определил направление развития Южной Осетии. Стремясь к защите неотъемлемого права на свободу и право выбора, молодая республика прошла сложный путь защиты и укрепления своей независимости. Сегодня суверенная Южная Осетия решает масштабные задачи государственного строительства, социально-экономического развития и расширения своих международных связей. Мы со своей стороны готовы оказывать активное содействие народу Южной Осетии в решении актуальных задач, укреплении национальной безопасности. Недаром Россию и Южную Осетию связывают проверенные временем отношения дружбы, сотрудничества и взаимовыручки. От души желаю юго-осетинскому народу больших успехов, созидания и укрепления своей государственности, мира и благополучия. С праздником, дорогие друзья! С поздравлениями к народу обратился и глава Северной Осетии Алании Вячеслав Битаров. Birazın zinetler sıddi faşlagрашtak, kuşarıda, sagatıda, fala, ilma, olgaya, şımarta,
Карази фаршма лаугая, усажен зинатил, фаллах ижиштам, маабону баракбон, Паушардар, Сагатыдар, Мауксав Жагад, Маяхам Баракбатта, Кактаритар, Ирыштон Кыцава, Макарази Фаршма, Синзинат Текатлава, Амон Чинут Фарнайзагут. Торжественным маршем перед трибунами прошли парадные расчеты вооруженных сил, Министерства обороны и Министерства внутренних дел, пограничные войска, курсанты кадетского корпуса Министерства обороны и боевая техника вооруженных сил Республики Южная Осетия. В параде приняли участие общеобразовательные учреждения республики, министерства и организации. На празднование приехали и байкеры «Ночные волки». Народ Южной Осетии поздравил их лидер Александр Хирург. Он подарил Анатолию Бибилову мотоцикл, который он на месте же и опробовал. Марьяна Чочева, Регина Черткоева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. Ну а полностью парад смотрите после вечернего выпуска новостей ОБОН. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание на имя президента государства Алания Анатолия Бибилова по случаю празднования 27-й годовщины образования Республики Южная Осетия. В послании говорится: «Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югостинского народа, в нелегкой борьбе отстоявшего свое законное право на свободную мирную жизнь. Россия намерена и впредь оказывать всестороннее содействие Южной Осетии в решении актуальных задач экономического и социального развития, а также в обеспечении безопасности и стабильности в Кавказском регионе». На имя главы государства и народа Южной Осетии направлены поздравительные телеграммы и от глав других дружественных стран. Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с сотрудниками госструктур. Ряд работников МВД, Службы государственной охраны, МЧС Республики был награжден государственными наградами. После этого президент принял у себя делегации дружественных республик. Подробности у Алены Оттаевой. С днем провозглашения республики и в связи с 27-й годовщиной президент Анатолий Бибилов поздравил представителей правоохранительных структур республики, которые внесли большой вклад в становление нашего государства. Анатолий Бибилов подчеркнул, что сегодня смело можно сказать, что у нашей республики есть все предпосылки для развития. Каждый из вас сделал все для того, чтобы сегодня Южная Осетия развивалась. Каждый на своей работе показал результат, который должен, в принципе, показывать каждый житель Южной Осетии для нашего будущего. Я благодарен всем тем, которые здесь собрались, за их труд, за их работу, за то, что вы показываете действительно шаги, которые направлены на то, чтобы улучшалось и благополучие жителей, чтобы работал закон в Республике Южная Осетия, чтобы была безопасность населения Республики Южная Осетия. Это и безопасность пожарная, это и безопасность внутренняя, это и безопасность внешняя. Ряд сотрудников Министерства внутренних дел нашей республики были награждены государственными наградами. За мужество и самоотверженность при отстаивании интересов республики медалью защитнику Отечества был награжден сотрудник МВД Слава Санакоев. Государственных наград были также удостоены ряд сотрудников Службы государственной охраны. Очередное воинское звание полковник было присвоено начальнику государственной охраны Асамазу Бибилову. Почетными грамотами и медалями были награждены и сотрудники Министерства юстиции. Почетное звание «Заслуженный юрист» было присвоено работнику Министерства юстиции Таймуразу Гассиеву, а звание заслуженного работника прокуратуры было присвоено Анне Кабисовой. Глава государства также наградил высокими государственными наградами сотрудников МЧС. Очередное специальное звание полковник было присвоено первому заместителю министра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям стихийных бедствий Асамазу Бестаеву. Товарищ Верховный глава командующий, майор Кочев для получения правительственной программы прибыл.
После торжественной церемонии президент встретился с представителями Приднестровской Молдавской Республики, которые приехали, чтобы отметить сегодняшний праздник с народом Южной Осетии. Анатолий Бибилов поблагодарил гостей за их визит в нашу республику. Я благодарен президенту Приднестровской Молдавской Республики, что не было такого праздника, где бы представители Приднестровья не приняли участие. Это радует. Почему? Потому что и Южную Осетию, и Приднестровье связывает многие годы дружбы, уже более 2 десятков лет, когда мы подписали соглашение, когда мы признали друг друга, когда мы начали взаимодействовать, и все это время мы всегда с теплотой воспринимаем и приезд делегации из Приднестровья, и, конечно же, с большим удовольствием отправляем наших представителей на те празднества, которые бывают в Приднестровской Молдавской Республике. Выражаю вам благодарность. Спасибо, что приехали, спасибо, что нашли время. Я думаю, что вы получите удовольствие от того, что вы находитесь здесь, от того, что принимаете участие в праздничных мероприятиях. Со своей стороны гости также поблагодарили президента за приглашение и отметили, что для них большая честь присутствовать на праздничных мероприятиях Братской Республики. Мне большая честь делегироваться, как говорится, в Республику Южной Осетии и в Испании с нашим, скажем так, братским народом. И всегда я очень рад, как говорится, вашим удачам. И действительно, Вадим Николаевич очень щепетильно относится к всей ситуации. Гости от имени президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского наградили Анатолия Бибилова орденом почета. Также вручили памятные подарки. Глава государства тоже вручил гостям памятные подарки. Анатолий Бибилов встретился и с главой Северной Осетии Алания Вячеславом Битаровым. Правда, что жизнь туда надо Карази фаршма потом Шиманов Карази жизнь это бадишка Палакежах Макорсова да что Карази жизнь там. Алена Утаева, Азиз Пагаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Народные традиционные гуляния в праздник образования республики состоялись сегодня в селе Хетагурово. Эта уникальная традиция уже не первый год радует гостей и самих организаторов. Зрители стали участниками таких традиционных праздничных обрядов, как приготовление национальных блюд. Смогли продегустировать продукцию пищевой промышленности республики. А подробнее расскажет наш корреспондент Фатима Чучева. Этнографический праздник наследия предков прошел в селе Хетагурово Цхинвальского района Южной Осетии. На мероприятии присутствовали представители руководства во главе с президентом республики Анатолием Бибиловым, глава республики Северная Осетия Алания Вячеслав Битаров, члены официальных делегаций, прибывших на праздничные торжества. كاشن نول خاطر خسكوت كاشن نول خاطر نفرس مربلا وديس أما شو خس فرشة يرسم رزمة درشة ويكسر تجي خود قدر كنج. На празднике свою продукцию представили открытое акционерное общество «Фермер», который изготавливает натуральные молочные продукты, Багетский наливочный завод, мясоперерабатывающий комбинат «Ростон», комбинат хлебобулочных изделий и другие. День провозглашения республики, день признания республики, день принятия акта независимости. И все эти праздники связаны, конечно, непосредственно с Российской Федерацией. Дружба, отношения, которые сложились между нами, они вечно, они сегодня сложились. Дай Бог, чтобы это все продолжалось вечно. Аминь. Любой двор был полон улыбок, счастья, радости. Да, стол всегда был богат и гостеприимен для гостей. Да, поэтому вам удачи всего. И надеюсь, что наш хлебокомбинат заработает, будет готовить хорошую, качественную продукцию. Правильно? Все, как обещали.
Здесь же были выставлены работы народных умельцев. Среди них цветы и деревья из бисера, мозаичные картины, куклы и цветы из ленты, сделанные детьми Дома детского народного творчества Знаурского района. Предметы обихода, старинная домашняя утварь, сделанная из дерева жителем Завского района Дмитрием Кузаевым. Все работы народных мастеров были превосходны. Но внимание нашей съемочной группы привлекла работа Ивана Газаева из села Дмянис. Это здание телевидения, выполненное из дерева. А юная художница Мария Догузова подарила президенту его портрет. Строгие здесь. Кто-то суровый здесь, Анатолий. Да. В 5 подворьях, представляющих город и районы республики, гостей встречали с традиционными 3 пирогами, пивом, шашлыком и национальными блюдами. درمان خزرت ایران خری نکته کنم فدر تا ولی بخ چیریته فتشن تبن ودون عرق کنم ودون كنا ويود فنجاي نمارنا فلا يو خری نکته روح کن بام نفتم شیر کاش زکا يتنال كنن رخت چیریته کنم فلا سخت کو باقا ود وسران تركس سخت تيش ودونه کنم من درن نامال يا سران تا نخي بشت خوخت كردگ يد كونت سخت تي ما سران راشن قو خرجات درو. Для участников мероприятия звучала игра на народных инструментах, а также состоялся праздничный концерт. Фатима Чойчи, Арсен Гасиев, информационный выпуск сегодня. В Ленигорском районе был проведен праздничный концерт, приуроченный ко Дню государственного флага и Дню Республики Южная Осетия. Подробности у нашего корреспондента Агунды Губозовой. На концерт был приглашен ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск Национальной гвардии. Коллектив ансамбля выступает с гастрольными концертами в разных городах России. В Южную Осетию творческий коллектив приехал не в первый раз. Концерт организован президентом республики, Министерством культуры. Это подарок сегодня для жителей Ленигорского района. Еще в 2009 году, 12 июня, руководителю ансамбля было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Южная Осетия». Как признался нашей съемочной группе, коллектив ансамбля давно хотел выступить именно в Ленигорском районе. Мы очень рады сейчас быть в Лениногоре. Мы давно мечтали попасть куда-нибудь подальше, и вот это случилось. Наш репертуар включает в себя танцы, инструментальные композиции, песни советских времен, современные. Поэтому для всей публики, соответственно, репертуар будет обеспечен. Мы очень рады поздравлять всех присутствующих с этим праздником, а также 4-ю военную базу, пограничников, МЧС, с тем вот праздником, который сегодня у нас есть. Коллектив смог подарить ленигорцам праздничное настроение. Репертуар, предложенный зрителю, радовал своим многообразием. От имени всех ленигорцев слова благодарности организаторам мероприятия выразила Залина Черткоева. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех граждан нашей республики с таким замечательным праздником. Пожелать им всего самого наилучшего, удачи, успехов, процветания нашей маленькой республики. Конечно, очень приятно, что к нам приезжают уже 2-й день подряд. Это очень радует. От имени всего населения нашего района спасибо всем. Агунда Губозова, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Жемчужина современного национального музыкального искусства. Детище Нины Валиевой, оркестр народных инструментов «Айзелт» снова радовал зрителей своим все нарастающим мастерством. Коллектив «Айзелт» ждал приятный сюрприз. Во время концерта был зачитан указ главы государства о присвоении оркестру государственного статуса.
Государственный оркестр народных инструментов «Айзалт» под управлением Нины Валиевой в честь Дня государственного флага нашей республики представил праздничный концерт в Государственном киноконцертном зале «Чермен». Коллектив вынес на суд зрителя не только свои известные композиции, но и разнообразил репертуар новыми номерами. На праздничном концерте присутствовал и президент нашего государства Анатолий Бибилов. В своем выступлении он поздравил народ Южной Осетии с Днем государственного флага. وانا شرط الرج السمير السنة خير كشيء رزيم سازون قلت لله ودستن هوشة رسال خطر برزون شخصن هوشة رسال هل خطر برزون شخشن هشم مخن алкемен решил балабуртимит. Здесь же был зачитан и указ президента о присвоении оркестру народных инструментов «Айзалт» государственного статуса. Для коллектива это было приятной неожиданностью. За большой вклад в сохранение и развитие национальной культуры, духовное возрождение осетинского народа и высокие достижения в области искусства постановляю присвоить статус государственный оркестру народных инструментов «Айзалт». Президент подчеркнул, что сегодня на концерте присутствуют и делегации турецких осетин. И было бы хорошо, если бы Государственный оркестр народных инструментов «Айзалт» представил концертную программу и в Турции. Это было бы хорошим подарком для осетин, проживающих там. شمای شوی سبستم شمای توفیق بسوی ایران نخواستم ایرستونم ترک نفدم کشی تالش در آوازین شمای باشینا سفد بسته موا ما شمای نترکا گفت امبالت در افسمت در بانباروی وید خیفت چگن هفته در سارا چستم ایمه اما ترچه در رابطوی گانسید. В этот праздничный день в нашей республике было организовано много мероприятий, и все они прошли на высоком уровне. ود ديشاغ نوغ أما رشوت إشتا فينام من كونسرت ما كاشت إشتا مود من بالي ما زرتام أي ترك كودايد شجع نخين مر والله ما بريزيدنت كجاختا ود زمان خرج كوركا كجاختا وياش نجار ما فستي ما خصاب شغام ترك تشيسروسي إيران آدم إنه تدر أثر شخصينت كتفينوي سام نخم أماد راتن ديشاغ رشوخت كانسرتي من رشته كود أصديني بامبرشتا شتسرم بامبيرو. Эльвира Тебелова, Анжела Кокоева, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня. Настало время узнать прогноз погоды на завтра, 21 сентября. В Знаурском районе завтра ясно. Днем температура воздуха плюс 28, ночью плюс 17. В Дзавском районе ясно. Днем 30 градусов тепла, ночью плюс 19. В городе Квайся ясно. Днем плюс 28, ночью 16 градусов тепла. В Ленигорском районе ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 18. В Цхинвале тоже ясно. Днем плюс 29, ночью плюс 18. Это были все новости к этому часу. Еще раз поздравляю вас с Днем Республики. Желаю вам всего самого доброго. До свидания.